воск в этих хлебах, ведь их, как сказать, не разрежешь, не проверишь, что внутри, пропеклось, не пропеклось. Это всегда загадка до последнего момента. Ухтинка Галина Куликова за 7 лет, в которой выпекает просфоры, а в преддверии Пасхи особый хлеб – артас, изучила ремесло просфорников. Прихожанка храма новомучеников и исповедников российских землекоми просиявших церковные хлеба готовит дома. К очередной Пасхе, получив благословение батюшки, Галина Куликова вновь готовит артас. Замешивает тесто из муки, соли, дрожжей и освященной воды, читая при этом молитвы. Пару часов нужно тесту, чтобы подняться. Затем артас можно выпекать. Артас выпекается накануне Пасхи. Это вот, как сказать, четверг, пятница в основном, потому что хлеба после этого вечером, с субботы на воскресенье освящаются святой водой, освящаются особой молитвой. И потом, после этого, они остаются во вратах алтаря на целую неделю. Для многих ухтинских храмов артас на Пасху готовят прихожанки у себя дома, также получив на то благословение священника. Так ухтинки помогают православным встретить светлый праздник, как того требует традиция. В Свято-Стефановском храме Ухты один из главных символов Пасхи готовят непосредственно в церкви. Монахини подворья Михаила Архангельского мужского монастыря в Усть-Выме несут послушание при Свято-Стефановском храме Ухты. Традиционно они пекут артас на Пасху, но прихожанки Ухтинского храма не остаются в стороне. Приступают к работе ранним утром с молитвой из благословения настоятеля храма. В это время в просфорне храма не смолкают молитвы. Люди, подготовлены и с молитвой, с Иисусовой на устах, замешивают тесто в машинке. Этот процесс достаточно в течение дня долгий, потому что и тесто должно подойти, и отдохнуть, опять замесить, все это подготовить. Потом артас освящается на пасхальной службе в торжественный момент священником и раздробляется на Светлой Седмице в субботу, на литургии и раздается людям. Празднование Пасхи начинается глубокой ночью, с субботы на воскресенье. В 23:30 в храм заносят плащаницу, изображение Господа Бога, а после в полночь священники и прихожане выходят на крестный ход вокруг храма. С песнопением уже пасхальным, то есть уже радуемся о том, что Господь наш Иисус Христос воскрес. Вот это проходит такое шествие, да. И после этого уже начинается служба праздничная, да, то есть вот где-то с 12 до 3 дня, до полчетвертого утра. Так происходит во всех ухтинских храмах, так и будет. В Ухте не только чтут многовековые традиции главного христианского праздника, но и устанавливают новые, светлые и добрые, в духе Пасхи. Уже более 10 лет местные благотворители дарят радость на Пасху ухтинцам, которые переживают непростые времена. Волонтеры Центра помощи милосердия уже в 13-й раз отправятся дарить куличи и пасхальные яйца в начале Светлой Седмицы. Вместе со священниками пасхальные наборы дарят пациентам больниц. Несут куличи и яйца и в психоневрологический интернат, и ночлежку. А вместе с горячим обедом дарят наборы и подопечным православной службы милосердия. В этом году в благотворительном сборе приняли участие 110 горожан. Именно благодаря их участию, отмечают благотворители, удалось закупить 1500 пасхальных наборов. Все получилось, и пасхальная радость, она придет благодаря ухтинцам в каждую палату, каждому человеку, который будет в эти праздничные дни немного грустить и почувствовать тоже вместе с нами эту пасхальную радость. Поэтому мы благодарим всех, кто участвует, кто поддерживает нас. И люди есть такие, которые на протяжении 13 лет, каждый год, уже заранее, еще мы не объявляем эту пасхальную акцию, а они уже переводят эти средства с пометкой, что это на Пасху. Встретить великий праздник можно лично в храме, но если у кого-то нет возможности в эту ночь быть на службе, прикоснуться к таинству можно и в прямом эфире. Телеканал «Юрган» проведет прямую трансляцию пасхального богослужения в Свято-Стефановском кафедральном соборе. Начало трансляции в 23:45. Роман Кирпа, Павел Лагутин, телеканал «Юрган», Ухта.